На расширенной пресс-конференции с участием руководителей профильных комитетов МЧС глава ведомства Лев Квицыня сообщил, что в нынешнем курортном сезоне ожидается приезд большого количества туристов и обеспечение их безопасности – задача министерства. Несмотря на то, что купальный сезон в нынешнем году официально открывается 5 июня, на пляжах уже немало купающихся. Какой бы теплой ни была вода, самым важным фактом остается безопасность. Поэтому еще в апреле ГИМС дал необходимые предписания главам администрации районов и владельцам пляжей. Согласно предписаниям, к купальному сезону на каждом пляже водолазы должны обследовать морское дно и очистить его от предметов, которые могут навредить купающимся. Также на пляжах необходима установка ограничительных буйков, техническая зона для маломерных судов и, главное, необходимо наличие спасательного поста. А на особо опасных участках, где запрещено купание, должны быть установлены специальные знаки. Однако, как сообщил начальник ГИМС Тенгиз Сабо, не все районы выполнили их предписания. По городу Сухум сделаны водолазные работы. Сейчас мы с ними держим связь, выставляются ограничительные буи, но к 5 июня, я думаю, они не успеют все работы по предписанию выполнить. Но и тем не менее, может быть, до 10 июня они сделают. Гагра и Пицунда, в принципе, они практически выполнили все работы по нашему предписанию. Ачимчира и Гулрипшский район тоже пока не успевают, но и тем не менее работа выполняется. Если брать образцовый пляж, сделано все, даже не до 5-го, они даже раньше, на неделю раньше все выполнили. Это Тамышский пляж. По всем остальным пляжам мы, естественно, выдаем предписание, что не выполнено, мы пишем акты о том, что пляжи не готовы для безопасного отдыха граждан, и докладываем министру. Во время летнего курортного сезона очень часто различные прогулочные катера и гидроциклы, нарушая техническую зону, подплывают слишком близко к берегу, тем самым создавая опасность для купающихся. Нарушители штрафуют. Сумма штрафа от 6 до 18 тысяч рублей. На пресс-конференции журналисты интересовались судьбой российского туриста Владимира Гулянова, пропавшего в горах Абхазии 12 мая. Начальник поисково-спасательного отряда МЧС Сандро Дагаргулья подробно рассказал о проведенной работе. Поиски Ульянова продолжаются и в данное время вместе с российскими волонтерами. При этом, по словам Дагаргулья, нецелесообразно привлекать волонтеров к поискам, которые ведутся в особо сложных условиях в горах. Они больше нам усложняют работу, чем помогают они нам. И в связи с этим, чтобы и с ними что-то, какое-то ЧП не произошло, мы отправили своих людей с этой волонтерской группы. Многие не представляют, куда они идут. Наши горы не похожи с горами Алтая, Урала и так далее. У нас совсем другие горы. У нас леса, там рододендрон, его пройти просто невозможно. Бывают такие места, и они не понимают, они не экипированы. Есть, да, безусловно, те люди, которые очень сильно оснащены, экипированы и знают, но это единицы, а с ними идут еще много других, которые просто идут, и эффекта от них ноль. После произошедшего пользователи различных сетей задаются вопросом, почему МЧС Абхазии не привлекает в поисках пропавшего туриста помощь извне. Как рассказал Лев Квицыня, российские коллеги предлагали помощь, но в этом, по его словам, нет необходимости. Наши коллеги задавали этот вопрос, нужна ли вам, если какая-то необходимость, допустим, в авиации или же спасатели, помощь определенная. Мы обсудили вместе с ним неоднократно этот вопрос. Такой необходимости мы не видим. Они не смогут ничего нового сделать, то, что мы здесь на местах не сделали. То есть тропу, маршрут, который был обозначен, мы этот маршрут обошли уже несколько раз. То, что касается вертолетов с воздухом, оно малоэффективно, но тем не менее мы работаем. Основная часть туристических групп, прежде чем отправиться в горы, не регистрируется в МЧС, что осложняет их поиски в случае ЧП, так как спасатели не имеют их четких координат. Группа, в которой состоял Владимир Ульянов, выбрала сложный маршрут, который бы никогда МЧС им не порекомендовал бы. Вот почему, как отметил Лев Квицыня, необходимо создавать рабочую группу вместе с Минтуризмом для установления горных туристических маршрутов, безопасных для прохождения. Совместно с Министерством по туризму некоторые вопросы надо нам отработать, особенно в части того, чтобы утвердить эти маршруты. Это очень важный момент. Основное, мы сейчас будем выходить с предложением, предложим, чтобы была создана комиссия
для того, чтобы определить каждый маршрут, чтобы был обозначен. Когда будет создана комиссия, все соответствующие органы примут решение, что по этому маршруту можно ходить, но к этому маршруту определенные требования. На пресс-конференции также отмечалось, что в этом году в качестве пилотного проекта МЧС Абхазии объявляет прием заявок от абитуриентов на обучение в Ярославском государственном медицинском университете на факультете «Лечебное дело». На учебу отправляют только 2. Заявки принимаются до 15 июня включительно. Все расходы за обучение и проживание студентов оплачивает МЧС с условием, что после завершения учебы они будут работать в министерстве. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.